Всем ассаламу алейкум. Обзор на ЖК Терракота. Поехали. Жилой комплекс расположен на улице Абая, пересечении Брусиловского, на территории 2,2 гектара. Расположение, в принципе, хорошее, учитывая то, что рядом есть и торговый центр, чуть ниже у нас есть строительный базар. При самом жилом комплексе есть и рестораны, кафе, кофейни, ну и транспортная развязка, ну то есть транспортный поток общественный здесь по Абая классный, да, школы есть, очень много автобусов постоянно ходят. И что немаловажно, кстати, здесь есть рядом прям метро. Это очень классно, конечно. ЖК Терракота, друзья, от застройщика Казахстрой. Казахстрой, у них сейчас очень много проектов. В основном это эконом-жилье, что очень правильно, потому что в Алмате огромный спрос на данный сегмент, я считаю. А данные ЖК Терракота, они продают как комфорт-класс в крышах на вторичке. За квадратный метр просят 880-870 тысяч. Поэтому давайте сделаем обзор, а вы напишите в комментариях, обоснованная ли цена. В данном ЖК 10 блоков по 16 и 18 этажей, в среднем по 160 квартир. Дома у нас здесь монолитные, по проекту потолки по 3 метра были, потому что здесь произошел такой казус. В некоторых блоках до 4 этажа, в некоторых квартирах потолки почему-то 2,7. Представляете, вот такое вот просто взяло и произошло. Но справедливости ради, заказчик, получается, кому обещал 3-метровые потолки, а это уже не исправишь, выдал там где-то подсовки, где-то паркинг бесплатно, то есть выдал такую, короче, компенсацию сделал. Фасад у нас, получается, сделан из фиброцементных панелей. Из-за того, что поверхность сама матовая, она уже вся грязная, за 2 года это всего лишь, представляете. И если издалека смотреть, еще это более-менее, если вот так приглядеться, поближе подойти, вот смотрите, уже где-то трещины пошли, штукатурка даже, кажется, мне больше служит, чем вот такие вот дешевые фиброцементные кассеты, панели, да. А здесь у нас еще, получается, смотрите, везде стоят витражные окна, не самого лучшего, вот смотрите, видите, качество, вот, где-то уже и уже отходит. Давно вы здесь живете? В 22-м году переехали. В 22-м, ну то есть, Да. ой. Со времени застройки, получается, да? Да. Так. Подскажите, как вам здесь? Мне понравилось, мне Ага. все нравится. Вообще Терракота нравится. А вы на каком этаже живете? На 9-м этаже. На 9-м? С водой, с У меня теплом? проблем нет. Ага. Вот пишут, многие какие-то проблемы есть. Допустим, лично за свою квартиру могу сказать, что мне все нравится. Ага. У вас какой блок? 10-й блок. 10-й блок, все нормально, да? Все отлично. Хорошо, спасибо большое. А теперь давайте перейдем к моему любимому благоустройству. Вот у нас здесь получается детская площадка, пустая спортивная площадка. По озеленению сразу скажу, здесь оно практически никакое. Просто смотрите, даже газона тупо нету уже. Я не знаю, был он или нет, но его сейчас нету. Получается, не обслуживали, либо его изначально не было. Деревья, получается, везде в основном только метровые, самые дешевые. Но есть и высокие, вот они, но они почему-то без листьев. Причем они все такие вот. Вот она, детская площадка. Это у нас, получается, КСИЛ Россия. Самая дешевая, но самая практичная, в принципе. По покрытию, смотрите, здесь резина. Сантиметр, получается, положили, она уже вся стирается. Вот у нас спортивная площадка. Воркаут-зона. В общем, больше здесь ничего нет. То есть скамеек очень мало. Если здесь игровые, где зоны еще поставлены, возле подъездов, где-то есть, где-то нету. Как-то так, то есть озеленение и благоустройство здесь очень слабое. Везде у нас здесь, получается, лежит вот такая цветная брусчатка, не самого лучшего качества, но здесь она еще более-менее, где там много уже проходит, прям при входе она уже вся уже крошится. Ну и здесь, походу, оси сама очень слабая, видите, здесь везде все грязно, нечищено, там сколько мусора. Вот такой вот ЖК. Да, кстати, позднее выяснилось, что жители сами скидывались по 5-10 тысяч тенге, покупали чернозем, газон, деревья и сами все это сажали, представляете? А со светом как? У нас электричество не передано же на... До сих пор вот эти ТПшки не передали? И, скорее всего, не передадут. Почему? У нас все вместе. Проблемы какие-то были. В плане эксплуатации, допустим, вот вы здесь живете, как вам? Вот этот стеклопакет как вам? Продувает, не продувает? Самая холодная квартира. Я хотела изнутри утеплить. Утеплить, если изнутри не получится, потому что впритык стоит это окно впритык.
Холодно на балконе или прям в самой квартире даже? Какой в самой квартире? Да вы что? А верхние этажи вообще жалуются, постоянно насосы перекачивают, потому что вода не идет. Вода не доходит до верхних этажей, да? Вода капает, когда вот сильные дожди идут, снег. Нет, то какой капает? Бежит даже вовнутрь. Да вы что? Дожди начнутся вообще. Я же говорю, мало того, что застройщик нас обманул тогда, вот так просто кинул, Ага. честно говоря. Сейчас вот. плюс еще и оси, да? Плюс еще сели оси, свои же соседи нас, вот они там, видимо, договорились. Ну, он видите, что трава какая у нас страшная, да. Это это не самая большая беда у нас, это вот. В общем, полно всего. Воды. То холодной нету, то горячей нету воды. Видите, почему они так сделали, что кристалл зависит? Потому что когда с кристалла вот эти вот, у нас эта канализация прорвала, Ага. они искали в кристалле, и оказалось, что это кристалл виноват. У нас У вас тоже отключили воду. не то что вода, у нас вообще пошла вот канализация вся, вылезла вся в подвале вся, и все потекло у нас. А засоряют они, оплатили оси наши, дураки платили, да. Вот, нет, чтобы сказать, когда строят, договориться. В общем, у них там хватает всего. Все, спасибо большое за честный отзыв. Посмотрим, как здесь в фойе, в подъездах дела обстоят. Так, у нас что у нас? Почтовые ящики, обычные металлические ящики. Здесь у нас все уже попадало, штукатурка. Это у нас фойе. Обратите внимание, ну сразу же, во-первых, потолки низкие, да, освещение, посмотрите какое, ну то есть просто там, не знаю, с байсата где-то купили, привезли какие-то светильники. Снизу у нас такой аляпистый, ну вообще безвкусно, смотрите, вот керамогранит идет, потом вот эти вот панели, вот эта вот подсветка и сверху еще вот гипсовые вставки и, ну то есть вообще все разноцветное, очень безвкусно. Давайте теперь посмотрим хотя бы лифты, возможно, нормальные. Так, это что у нас, какие лифты, пока непонятно. Сейчас зайдем, посмотрим и увидим. Нифига себе, 19 уже здесь. Так, лифт у нас получается, что это? Joy Life. Китайские лифты. Ну, в принципе, китайцы сейчас уже неплохие лифты делают. Обшивка еще нормальная, из нержавейки. Более-менее сделана. Главное, чтобы они безопасно, нормально работали. Здесь в самих подъездах, здесь еще более-менее хотя бы какой-то 1 тон, что не так сильно в глаза бросается. Так, давайте посмотрим балконы. Так, технический балкон. Вот такой вот вид у нас, кстати. Вид на Алмату, конечно, у нас шикарный. Вот оно ограждение из нержавейки, оно в плане безопасности даже, смотрите, расстояние, да, маленький ребенок может пролезть, здесь находиться реально даже мне страшно. В общем, лифты, я так понял, они между собой, их не поженили, то есть, чтобы вам вызвать один лифт, нужно нажимать все кнопки. Это уже неудобно, если вы нажали одну, вы ждете до конца, либо все нажали и все приедут вам на 19 этаж. Это не очень удобно. Паркинг в данном ЖК двухуровневый. По отзывам жителей, потоп в паркинге это такое дело обычное для них. Здравствуйте, нормально? Да, Джо? По отзыву жителей, они, к сожалению, не стали на камеру сниматься, на верхних этажах здесь проблема с водой, то есть насосы слабые, вода не доходит. Также жители жалуются на то, что у них холодно, продувается, стен прям холодно. Также у них здесь периодически идут проблемы со светом. Как жители рассказали, в первом блоке проложено, получается, медный кабель, а во всех остальных, получается, алюминиевый. Это, в принципе, в этом ничего криминального нет, это сэкономили, но когда уже большая напруга идет, то алюминиевый кабель меньше служит, и там могут быть обрывы, может даже и пожары, что это очень плохо, конечно. Вот. Также в 2022 году, оказывается, здесь была прям целая забастовка, не было несколько дней света. На удивление, здесь оказалось то, что и нету дизельного генератора, здесь нету газа, получается, у всех электроплиты. Соответственно, если нет света, то у них нет и лифта, нет света, еще и нет, получается, плитки, то есть негде готовить. Вот такие вот проблемы в данном ЖК, да. Кстати, справедливости ради, мой друг в 2021 году еще, да, тогда перед застройкой тогда еще покупал по 400 тысяч квадратный метр, а после этого уже видите, как цена выросла. Перед тем, как снимать данный обзор, я был более лучшего мнения по данному ЖК, но увидев здесь благоустройство, озеленение, узнав
отзыв от жителей, я немного, честно говоря, разочарован. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, понравилось ли вам и на какой ЖК сделать следующий обзор.